Проблема распространения коричневого мраморного клопа существует во всех районах республики. Однако больше всего вредитель нанес ущерб сельхозугодиям восточных районов Абхазии. В борьбе с клопом используются два метода – обработка мест скопления вредителя ядохимикатами, механическое приманивание насекомых с помощью ароматизированных средств в специальные ловушки, а также ручной сбор. С наступлением холодов клопы отправляются в спячку и ищут наиболее удобные места для зимовки – нежилые помещения домов, подвалы, сараи, чердаки и другие постройки. И тогда наступает самое благоприятное время для борьбы с насекомыми. Пока они еще активные, где-то дней через 20 мы будем их собирать, значит, и уничтожать. В этом году не было очень много, существенно меньше, чем в прошлом году, но они все-таки есть. Помогают, значит, районные власти, дают лекарства, вот опрыскиваем. Чем больше лекарств дадут, тем больше будем опрыскивать. Для борьбы с насекомыми-вредителями сельчане устанавливают на чердаках, в сараях так называемые фальш-зимовки. Картонные коробки, наполненные бумагой, газетой. Клопы любят такие конструкции и забираются туда для зимовки. Впоследствии они будут сожжены. Вот они ползут, вот ползут. Есть там немножко, наверное, внутри, не знаю. Ну, поздно поставил. Были они там, потом они исчезли. Наверное, что-то не понравилось им. Но есть в коробках. Очень эффективно. За 2018 год и первый квартал 2019 года по всей Абхазии механическим путем было собрано и уничтожено более 8 тысяч килограммов мраморного клопа, а путем химической обработки более 25 тысяч килограммов. С 1 ноября и до конца текущего года будет осуществляться механический ручной сбор клопов. Министерство сельского хозяйства Абхазии будет принимать у населения клопов по цене 1000 рублей за килограмм. По поручению президента Рауля Хаджимба за 2019 год из республиканского бюджета было выделено 7 миллионов рублей на механический сбор клопов. С 1 января по 30 апреля это по программе мероприятий, направленных на уничтожение мраморного клопа, было уничтожено около 3000 килограмм коричневого мраморного клопа. Остаток денег, который остался в размере 4 миллионов рублей, мы будем использовать. Сегодня мы подписали документы, которые направлены в Министерство финансов. Эти деньги поступят, у нас поэтапно идет 500 тысяч рублей. У нас постоянно действующая комиссия, куда входят специалисты Министерства внутренних дел Республики Абхазия, специалисты сельхозуправления районов и города Сухум, наши специалисты центрального аппарата. Все это актируется, акты направляются в Министерство финансов Республики Абхазия. Помимо этого, в рамках подписанного соглашения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 3 октября абхазской стороне будет выделено 133 миллиона 60 тысяч рублей на обеспечение фитосанитарного благополучия республики. Более 15 миллионов рублей будет отпущено на приобретение инсектицидов. Это составит около 11 400 литров. Остальная сумма денег они будут направлены на закуп феромонных ловушек и диспенсеров. Это что такое? На 33 тысячах гектаров мы должны установить вот эти ловушки. А вот они производятся на территории Российской Федерации, как нам известно. Сейчас мы ожидаем специалистов в ближайшие дни. Вот, эти деньги поступают на расчетный счет бюджета Республики Абхазия. В борьбе с коричневым мраморным клопом помощь оказывают и международные организации. Они раздают населению информационные буклеты с описанием методов борьбы с вредителями. Благодаря гуманитарной помощи движения международной организации «Движение против голода» мы раздали населению, что очень сильно помогло, 1500 штук плакатов вот таких, где конкретно написано, как нужно бороться с мраморным клопом. А в этом году роздано 150 штук для крестьян, у которых ореховые сады, орешники. Комплекс, написано здесь, комплексная борьба с вредителями ореха фундука. Что это очень много помогло нашим крестьянам. Для борьбы с мраморным клопом во всех районах страны созданы специальные пункты, которые ведут необходимую работу, чтобы минимизировать численность насекомых-вредителей. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.